Я поступала в Кустанайский государственный педагогический институт в 1966 году. Я по конкурсу не прошла. Вся беда была моя в том, что я городская абитуриентка. И мои 18 баллов из возможных 20 оказались недостаточными, потому что брали выпускников сельских школ с 12 баллами. Для меня это было вообще то, что я не прошла по конкурсу. Это был первый такой урок жизни, потому что в школе я уже привыкла к тому, что моя позиция впереди, за что я берусь, все у меня получается. К цели я свои реализовывала всегда успешно. И я горько плакала. Я даже слава богу, в жизни так прошла. Не помню еще эпизодов, когда бы я так горько плакала. Это было крушение всех надежд. И в моей голове, довольно юной, то еще плохо это умещалось. Вся идеология, все подходы, все принципы зачисления. Мне отдали документы в деканате, поступала я на ИНЯС. Мои документы все отдали, и я подошла к окну, там очень широкие подоконники, бросила эту папку в слезах, высыпались все мои документы, все грамоты, все свидетельства, все, что у меня было наработано, как бы сейчас сказали, портфолио, резюме, и рыдала во весь голос. Я думала, там никого нет. А оказалось, что за моей спиной дверь декана другого факультета, филологического, русской филологии. И когда ко мне подошел взрослый такой мужчина, для меня он показался пожилым, и сказал: девочка, что ты так горько плачешь? И услышал, что я не поступила, я даже не могла ему это сказать. Он обратил внимание на то, что у меня очень много всяких поощрительных наград, всякого разного. И в том числе он увидел свидетельство об окончании музыкальной школы по классу фортепиано. Декана этого звали Александр Андреевич Оселкам. Позже он стал ректором педагогического института. И он увидел это свидетельство об окончании музыкальной школы и мне задал вопрос, после чего сделал предложение. А вы могли бы организовать хор на нашем факультете? Я сказала, конечно, могла бы, хотя я до этого хором не руководила, но 7 лет ходила в хор музыкальной школы. В старших классах был хор в нашей школе. И так получилось, что из-за того, что я сказала, конечно, я очень любила и посещать хоровые кружки, и участвовать в них. Причем мне декан сказал, что если вы организуете хор, вы будете первой на зачисление. Дальше мне собрали, факультет был историко-филологический. На нашем курсе учились одни девочки и почти 3 мальчика, а на историческом факультете рядом с нами одна группа всего, и там 70% было мальчиков и немножко девочек. И этих мальчиков всех декан своим распоряжением зачислил в хоровой кружок. Мы стали заниматься, это был у нас сентябрь-октябрь, а на 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, мы, конечно, хором пели исключительно патриотические, идеологически выдержанные песни со словами «Мы за партией идем, славя Родину делами». И тут же меня зачислили, не дожидаясь сессии, в число студентов. Как было, так рассказываю. И к 4-му курсу мне уже сделали предложение остаться работать в педагогическом институте. Но чтобы все не подумали, что ой, так просто хор организовала, и все, жизнь улыбнулась, жизнь прекрасна. Нет, мы делали очень много. Это весь актив, который у нас был. И все студенты. Вообще у нас такое было единство, дружба, один за всех и все за одного. И по сей день мы рады друг другу, все сокурсники. С тех пор, не знаю, благодарность ли или как, но хор всегда со мной, в душе со мной. Первую возможность, какая только есть, организовать хор, мы использовали. Я вам покажу фотографию одну. Эта фотография 1999 года, когда я была деканом факультета психологии. В 1999 году мы организовали хор. Тогда никто не делал селфи, как сейчас, по любому поводу. Фотография эта маленькая, сохранилась у одной нашей студентки, которая была участницей уже этого хора. Сейчас она у нас старший преподаватель кафедры нашей, Гульнара Жакпаевна Саткангулова. Она мне принесла маленькую фотографию, 9:12, маленькую для хора. А мы ее увеличили, и я до сих пор не расстаюсь с мечтой, что мы этот хор организуем.